나들이 뭐람 제모팅 십지배에게 어 통계는 야패배 경고연 계획에서 총구시 전부처당 Сегодня 에 четвертый день основной программы Кагюмалама. 마음부치 И 위비 я прежде всего 야지 хочу выразить 총계연 свое 소당 почтение 다다르지기 Гошеру Гелцабу Ринпоче, 지 а также 출기지 поприветствовать 미리게 всех 신도들 Кемпу, 지나서 Лапионов, 자는 신기지 Атулку, Лам, 도덕하는 монахов и 배배 монахинь. 신비 미망 비리빈다를 다는 신기 아주 히말라야 빈다 А также 나도 всех 상관없지만 상관없이야 друзей 예 в Дарме, которые 따들이 слушают эти 빈다 учения. 나들이야 가장 최지 뒤숨 캠베에게다 소설 쉬루면 나로네 엔다 И 최첨부의 인지 сегодня 첨부의 мы 개처인 것은 продолжим 다디 говорить 꼴이야 о 제네 까메디시 дharмических 샤하네 беседах Джусума Кемпе. И 다티 버신비기 경로 뒤즈 나로네 인지 첨부의 мы с 다 вами 대시부지 위치 обсудили 지요하래 이내가 다 зарождение, 인지 необходимость 첨부의 зарождения веры, 유래게야 레알라버지 매버지 и 유래게야 затем 로스라 обсудили 하버지 мудрость, и 미사리 сейчас мы 선언하버지 전부 говорим о сострадании. 지당당 안 아주 숭로부 나로라야 인지 Сострадание — 첨부 это 대시를 третье 지도하는 나로네 необходимое 애니 условие 첨부의 для 도와지 обретения 첨부의 полного 와버지 состояния Будды. 첨부시 야버디 애는 아주 마세 신기하래 드린 다 드린 И 아주 지금 드시 자다 미러지 то 토네 애니 인지 꼴이야 드시 в 야버디 Махаяне говорится, 소시 편도의 문단 что 로라네 сострадание, и в особенности великое 드니 다 сострадание, 샴을 양아서 как 이게 당분에 оно 내가 называется 소원이서 в учениях 소만이도 Великой 숨을 토네 Колесницы, 지시나서 очень сложно развить в своем потоке ума. 소만이도 숨을 야비 십두르 И 체야래 아니 большинство из 가서 вас наверняка 인지스야 знает, 그지지 что 가서 в 가장 러지 Писаниях 토하지나 говорится, 야도 что 신기하지 сострадание — 말아서 это 소와 숨은 стремление, 신부터 가르가르 쉬이나 чтобы все 아니 существа были 랑진지야 свободны от страданий. 다시 То есть это 갭셈 желание освободить 랑 всех 계속 существ от 계획 страданий. 삼다 줘봐 Это определение 이게 того, 소화지다 чем 그 является 괜히 сострадание. 괜히한 소화지다 다는 신 Однако 샤샤다 쌈지샤 сегодня я хотел бы 소망을 объяснить 주어봐 понятие 인도에 сострадания 어디서 несколько 숨부터 с другой точки 소화스야 зрения. 다 뒤숨부터 Это, 알아서 м, 팅상기 мне кажется, что 미치 это 소외 было 나로래야 бы полезно для 그 того, чтобы 소화 лучше понять, 뒤숨부터 что такое 나셔야 되나 сострадание. 윤도 통하게 И 베디 с 내가 этой целью мы 시작하네 сегодня с вами обсудим три чувства, 땅 아주는 유인 토나서 сравним их 시비어 и попробуем 말마로네 понять 소화 сострадание 숨부 대단 с 인지 разных точек 거울이야 내가 зрения 삼게 а, и взглянув на 따바로 него под разными 되지 углами. 인지 Каковы эти три 지 чувства? Это прежде всего чувство эгоизма, 게야 чувство одиночества и 아주 내가 отсутствия 생겨 друзей, 근데 а 유다는 также сочувствие 아주 и 샴레야 эмпатию. 소화 대송그 고알 또 쉬베나 삼게 Эти три чувства, либо три 다 담보디 переживания — 인지다 это 나지지 то, с 거를 чем мы 기억하래 постоянно 다 встречаемся в 뒤도 своей жизни. Мы постоянно 다 сталкиваемся 랑진진 샤디 с 다 뒤 ними 본슈바든 и 랑진진 남는 저요 переживаем их. 야나지 소소 Однако, 계획이 как 개변진도 правило, 좀 мы не 봐줘봐 обращаем на них 어떻게 особого внимания. 에 갭셈스라는 저거 При 알아서 этом 내가 эти 잡아도 три 잡아도 чувства глубоко 근데 다 связаны с 팅상기 시비와 состраданием. 나로래야 И 그제 미 особенно они 마셔야지 связаны с тем, 다 как 랑진지 возникает 저래 сострадание. 사람들은 저기 하래 Поэтому 다는 신기지 давайте 미래는 сегодня 미 поговорим об 거르지 этих 내가 제가 трех. 다는 신기 벤조르지 받아 첩시리 발라서 봐 벤조 Первое — 첩시기 다시 지속을 봐 это 망부지 связь сострадания 랑진지 и 아버지 эгоизма. 멍시 토안에 주대버지 자리가 하래 А в современном обществе почти 근데 그 랑진지 샤디 все люди 꼭지 년주사네 являются 인지 전부 대버시가 эгоистичными. 내대버도 내가 А, 매베디 탄도 삼을 И 진짜 땅비는 군인 가와 м, 차디네 소리 요래 хотя, 다 이내야 хотя это может показаться очень 병을 토래야 сильным 랑진지 утверждением, но 인지 на самом 거울은 деле, 내가 если мы 요래다 요라 посмотрим 봐 на 군인 то, 단날에다 как 많이 차리나 организована наша экономика, 아 как 그다 работает 랑진지나 система, 인지사디 политическая 코지는 система, 감도시 все социальные
системы, то в основном они все основаны на эгоизме. И когда мы слышим это понятие эгоизм кажется нам мало связанным с состраданием, поскольку эти два понятия кажутся противоположными либо противоречивыми. То как же на самом деле они связаны? Противоречат ли они друг другу? На самом деле, хотя эгоизм и сострадание, с одной стороны, кажутся противоположностями, в реальности они имеют один и тот же источник. То есть они начинаются с одной и той же отправной точки. С момента своего рождения мы естественным образом стремимся к тому, чтобы освободиться от страданий и обрести счастье. И эгоизм делает эту нашу естественную черту очень явно выраженной. То есть этот эгоизм как раз и проявляется в этом стремлении. Я хочу счастья, и я не хочу страдать. При этом я и другие четко разделены, похожи на два рога коровы, которые никогда не соединяются. И сострадание берет эту нашу естественную черту, стремление к личному счастью, и расширяет ее. То есть мы приходим к пониманию, что другие, так же как я, хотят счастья, не хотят страдать. И тогда эта мысль, пусть буду я свободен от страданий, и пусть я обрету счастье, обращается в сторону других и расширяется. И в результате становится, да будешь и ты также свободен от страданий и обретешь счастье. И, итак, в чем же заключается ключевой момент? Дело не в устранении эгоизма, а в расширении сферы действия этого «я». То есть «я» не фиксируется лишь на самом себе, оно расширяется и охватывает также других. Как этого достичь, как это сделать? Вместо того, чтобы отрицать эгоизм, подавлять эгоизм, нам нужно научиться его правильно использовать. Лишь поскольку мы способны любить себя, мы можем развить любовь к другим. И большинство из нас знает, как любить себя. И нам просто нужно начать с этого чувства и начать сопереживать другим. Когда, когда мы сами страдаем, то мы не испытываем это чувство страдания в одиночестве. Мы думаем, о, тот человек там также страдает в одиночестве. И он также с надеждой ждет, что другие его полюбят. Они надеются на любовь других. И думая таким образом, это любовь к себе, которая, как правило, проявляется просто как эгоизм, может стать мостом к сопереживанию другим. Второе, что нам следует сделать, нам нужно просто поднять уровень этого эгоизма. То есть мы должны подумать, а что на самом деле может принести нам благо. Обычный эгоизм, который фиксируется на себе, он на самом деле не ведет к счастью. Он, напротив, приводит к чувству отделенности от других, к чувству одиночества.
Поэтому на самом деле, когда мы открываем свой ум другим, то это то, что наполняет наше сердце теплотой, счастьем. И именно это создает чувство умиротворенности в нашем уме. Именно поэтому по-настоящему приносить благо себе в долгосрочной перспективе заключается в том, чтобы приносить благо другим. Это искусственные способы, с помощью которых проявляется мудрость. То есть это не отказ от себя, не забывание о своих нуждах. Нам не нужно приносить себя в жертву для того, чтобы помогать другим. Вместо этого нам нужно подумать о долгосрочном благе и просто расширить те чувства, которые нам уже известны по отношению к себе на других. Третье, сострадание имеет много более высоких уровней, выходящих за пределы этой обычной практики. К примеру, практики тренировки ума, например, с помощью таких методов, как Тонгли, то есть перенятие страдания других на себя и дарование им своего счастья. Мы постепенно разрушаем эту прочную стену, которую мы воздвигли между «я» и другие. И в конце концов, развитие любви и сострадания может стать таким же легким, как дыхание. Мы дышим естественным образом. Мы не задумываемся, не прилагаем усилия к тому, чтобы дышать. Точно так же мы можем любить и сострадать другим так же легко, как мы дышим. И приносить пользу другим — это, это не вопрос «я делаю доброе дело», «я делаю то, что мне следует делать». Поскольку если у нас есть такое отношение, мы будем цепляться за то, что мы делаем. Мы будем таким образом пытаться доказать что-то другим, каким-то образом будем проявлять свою гордыню в этом. И это не будет истинным состраданием. Но в тот момент, когда этот узел привязанности к «я» развязывается, именно тогда в нашем уме может проявиться безграничный покой и глубокая гармония, которых мы никогда раньше не испытывали. И мы сможем почувствовать эту гармонию, эту умиротворенность. Поэтому эгоизм и сострадание не являются врагами. Они похожи на врагов, но, однако нам не следует к ним относиться таким образом. Эгоизм подобен необожженной глине, а сострадание подобно обожженной глиняной вазе. Кто создает эту прекрасную вазу? Ее создает мастер мудрости, нашей внутренней мудрости. Нам просто нужно развить этот способ заботы о других. И эгоизм дает нам возможность развить это чувство. И поэтому нам не нужно стыдиться того, что у нас есть эгоистические мысли. Нам следует понимать, что внутри этих мыслей, в них самих заключена большая ценность, в них заключена большая сила, позволяющая стремиться к освобождению от страданий и к счастью. Однако главное в том, что нам не следует стремиться к этому только ради себя. Мы должны обрести способность постепенно распространить эту теплоту и нежность на окружающих нас людей, а затем постепенно также ее на всех существ.
бесконечных, как само пространство. Это первое. Второе чувство — это чувство одиночества и отсутствие друзей. Мы часто думаем, что наше чувство одиночества и отсутствие друзей проистекает из таких мыслей, как «никто обо мне не заботится», «я никому не нужен», «никто ко мне не проявляет доброты». Однако на самом деле наше чувство одиночества и отсутствие друзей проистекает не из-за того, что о нас никто не заботится, никто к нам не проявляет доброты, мы никому не нужны, а из-за того, что на самом деле мы сами заперли себя в одиночестве. Мы заперли себя в одиночестве внутри собственного ума, поскольку дело совсем не в том, что никого нет вокруг, и всем на нас наплевать. Дело не в этом. Дело в том, что мы сами возвели высокую стену между собой и другими, и мы никого не пускаем за пределы этой стены. Мы никого не пускаем вовнутрь. Представьте, что кто-то построил такую большую стену, такую а, стену из камней, из земли, и никто не может перелезть через эту стену и добраться до вас. В своем уме эта стена воздвигается в силу своих собственных эмоций. То есть мы сидим за этой стеной и фиксируемся лишь на собственном эмоциональном состоянии. Мы снова и снова размышляем о своих страданиях и привязываемся все больше и больше к идее о том, что мое страдание особенное. Я страдаю больше всех других. И мы запираем себя внутри этой стены, и все, что мы делаем день и ночь, мы сидим и смотрим на каждую трещинку, на каждый угол на этой стене. И чем внимательнее мы смотрим на эту стену, тем сильнее мы чувствуем, что мы одиноки в этом мире. Звуки снаружи не смогут проникнуть вовнутрь. Свет снаружи не сможет проникнуть вовнутрь. И именно тогда мы чувствуем себя очень одинокими и лишенными друзей. Однако эта стена одиночества, отсутствия друзей, ко- они построены собственными руками. И ее трудно разрушить. А, Представьте, что вы стоите на сцене, к примеру, часто, когда я учу большую аудиторию со сцены, то, то обычно освещение работает таким образом, что весь свет направлен на меня, то есть на того человека, который находится на сцене, тогда как зал находится в темноте. То есть, стоя на сцене, мы не видим никого в зале. То есть весь свет на нас, и такое ощущение, что больше никого нет. Мы больше никого не видим, лишь мы в свете. И это такое похоже на то чувство, когда мы видим только себя, когда нам кажется, что вокруг никого нету. И тогда мы начинаем задаваться вопросом, а почему я страдаю? А почему это случается лишь со мной?
Нам кажется, что все эти прожекторы светят только на нас, и мы не видим ничего другого. И в такие моменты самое полезное — это просто развернуться и снести эту построенную нами стену. И вместо того, чтобы зацикливаться на мелких проблемах, унынии, страданиях, расширить свой кругозор. И просто посмотреть на мир вовне, посмотреть на реальную жизнь, на то, что нужно достичь, и на то, что мы можем сделать для людей, которые нас окружают. Например, если мы будем способны проявить любовь к одному реальному человеку, вместо того, чтобы сидеть и ждать, пока другие проявят любовь к нам, то это уже будет достижением. К примеру, просто посадите один цветок и попробуйте позаботиться об этом цветке. Кроме того, вы можете присоединиться к какой-то общественной деятельности, взять на себя немного ответственности за то, что происходит вокруг нас в обществе. И, то есть, необходимо принять какое-то участие в том, что происходит вокруг нас. И вместо того, чтобы думать, что мы находимся в центре всего мира, когда мы вступаем в эту великую реку реальной жизни, даже если мы не сможем полностью избавиться от чувства одиночества и отсутствия друзей, это чувство слабеет. Нам станет легче с ним, с- нам станет легче с ним справляться. Третье — это то, как сострадание связано с сочувствием, а также жалостью и эмпатией. И пробудить сострадание, как объясняется в писаниях Махаяны, нелегко. Говоря современным языком, сострадание — это не просто чувство заботы о других, но это глубокое желание, которое направляет мудрость, и это добровольное действие. И иногда существует опасность спутать сострадание Махаяны с другими чувствами и действиями, которые в настоящее время широко обсуждаются в нашем обществе. Например, существует опасность спутать заботу о других с состраданием. Эмпатия — это когда в ответ на чужое страдание в нас возникает чувство резонанса, то есть сочувствующего резонанса. И это чувство может сопровождаться беспокойством и желанием помочь. Это чувство похоже на мысль «я чувствую твое страдание». Однако в этой ситуации мы чувствуем отделенность от другого человека. Есть это разделение. Есть ты страдаешь, и я чувствую твое страдание. То есть также определенное чувство преимущества над другим, над тем, кто страдает. И часто это чувство на самом деле означает «мне жаль тебя». Это такое определенное чувство возвышенности над тем, кто страдает, и также чувство дистанции, отделенности от этого другого страдающего человека. И а, сострадание отличается от этого чувства сочувствия. Это не отношение типа «я сочувствую тебе». Скорее, это когда мы видим страдания существ, как будто
Это мы сами страдаем. Это наш собственный опыт. Но при этом у нас не возникает привязанности к этому. То есть сострадание не направлено на конкретных существ, например, наших близких, родственников или друзей. Это равноправное отношение ко всем существам. И, и также необходимо понимать, что существует неразрывная связь между состраданием Махаяны и взаимозависимостью. То есть мы понимаем, что есть эта неразрывность между нами и другими. Именно в этом заключается суть сострадания. Конечно, всего можно сказать об этом, но, по крайней мере, нам необходимо понимать, что сострадание Махаяны — это необычное чувство, сочувствие, эмпатии, это нечто большее. Однако мы можем приблизиться к состраданию, опираясь на сочувствие, эмпатии и другие знакомые нам чувства. И сейчас вокруг нас происходит очень много всего, что может привести к развитию сострадания. Однако похоже, что сейчас развить его еще сложнее, чем это было в прошлом. Кажется, что наши сердца все более, все менее и менее способны к зарождению сострадания. И поэтому следующее, о чем нам следует говорить, это каковы препятствия для развития сострадания и какие есть возможности для развития сострадания. Первое, это препятствия. Каковы препятствия для развития сострадания? Иногда мы чувствуем бессилие, когда мы испытываем сострадание. Например, когда мы обращаем внимание на людей в сложных ситуациях. Сейчас столько информации, столько новостей, которые постоянно сообщают нам о том, что происходит в мире с другими существами. И часто мы чувствуем, что этого просто слишком много. Мы живем в мире информации, поэтому в нашем мире информации слишком много. Мы каждый день беспрерывно слышим о том, что происходит в разных уголках мира, обо всех трагедиях с разными людьми. И все это похоже на потоку, который льется на нас беспрерывно. И эти ситуации, они представляются нам как разрозненные, то есть что-то постоянно происходит, и эти страдания возникают снова и снова, и ум просто не может справиться с этим потоком информации, и он хочет защитить себя от этого потока, поскольку не может все этого выдержать. И тогда наш мозг включает этот механизм самозащиты и начинает блокировать всю эту информацию. И если вначале мы способны испытывать эмпатию, когда мы видим страдания других, то со временем мы теряем эту способность. Мы отключаем ее. Чувствуем, что просто слишком много всего. Мы не можем чувствовать
эмпатию ко всему тому, что происходит. Мы просто не способны уделять внимание всему, что происходит. И тогда постепенно наш ум теряет эту способность воспринимать страдания других, поскольку у нашего ума есть определенные ограничения. Наш ум устает и просто не может больше принять все эти ситуации. И в конце концов, ум просто включает этот механизм самозащиты и как будто не имеет ничего больше не чувствует. И каким образом он пытается себя защитить? Он создает эту дистанцию между собой и другими. Мы смотрим на все эти картинки страдания других. Однако, поскольку мы воспринимаем все это через устройство, мы не видим все это напрямую между нами и тем, что происходит. Возникает определенная дистанция. У нас нет непосредственной связи тем, кто испытывает страдания. Мы просто смотрим на экран и просто крутим, крутим рилсы, крутим новостную сеть. Одна история страдания. Мы даже не останавливаемся, сразу перекручиваем на следующую новость, даже не обращая внимания на то, что происходит. Мы просто продолжаем скроллить и просто не обращаем внимания. Просто отмечая, о да, так произошло. И просто идем дальше. При этом у нас не возникает какого-то определенного переживания, связанного с тем, что мы видим. И по моему мнению, это первое препятствие. Второе препятствие — это наше стремление к индивидуализму. И сейчас в нашем обществе это понятие индивидуальных потребностей становится все сильнее и сильнее, все больше влияния имеет то, что называется соревновательностью. То есть мы постоянно соревнуемся с другими. Мы думаем, что мы успешны, когда мы можем сделать что-то лучше и быстрее, чем другие. И эта соревновательность развивается, поддерживается. В нашем обществе она считается ценностью. И, и поэтому нам кажется, что то, что мы делаем, очень важно, и мы прилагаем к этому все больше усилий, и мы стремимся к определению какой-то цели, и, и нам кажется, что если мы не будем делать это качественно, не будем делать это хорошо, тогда другие не оценят это. Они не будут считать, что мы достаточно компетентны. Поэтому мы как бы постоянно действуем в условиях, в которых мы представляем, что другие являются для нас соперниками, являются нашими оппонентами, и мы постоянно должны с ними соревноваться для того, чтобы прибежать первыми. И тогда другие не воспринимаются теми, кто для кого нам следует открыться, кому следует помогать. Другие — это просто люди, бегущие рядом, либо соперники, которых нам следует обогнать. И единственное, на что мы об- обращаем внимание, это то, как
как мы достигаем успеха в своей жизни, как быстро мы способны выплатить кредит на квартиру, как быстро мы способны собрать деньги на образование своих детей. Это все, что нас интересует. Мы стремимся лишь устранить собственные препятствия и достичь собственного успеха. И этот процесс, он бесконечен, и мы зацикливаемся на нем. И в этой ситуации у нас просто нету пространства для того, чтобы подумать о других, для того, чтобы зарядить любовь и заботу о других. И также мы чувствуем, что всего этого просто слишком много, это слишком тяжело, других слишком много. У меня нет возможности помочь им всем, и у нас просто нет времени для этого, поскольку мы постоянно заняты этой гонкой, за исключением тех нескольких часов, когда мы спим ночью. Весь день мы продолжаем гнаться за достижением собственных целей. И когда внутри этой гонки мы говорим себе, о, я должен развивать сострадание, то мы думаем, о, на самом деле у меня нет для этого времени. Возможно, богатые люди могут себе позволить такую роскошь, как медитация на сострадание. А у меня нету такой возможности. Я должен постоянно что-то делать, трудиться, чтобы выжить. И это все подпитывается общественными тенденциями к потребительству. То есть нам постоянно навязывают идею о том, что нам нужно что-то больше, нам нужно что-то еще, нам нужно, только мы получаем что-то, нам навязывают мысль о том, что этого недостаточно. К примеру, представьте, вы купили себе новый телефон, и вы испытываете какую-то мгновенную радость по этому поводу, но уже на следующий день вы едете в машине на работу, и все, что вы видите по дороге, это билборды с рекламой новых моделей телефонов. И это подсознательно передает вам эту мысль о том, что то, что у вас есть, недостаточно. Оно усиливает наше чувство «я хочу этого», «я хочу получить что-то другое, что-то новое». И таким образом это фокусирует наше внимание на собственных желаниях, собственных стремлениях и привязанностях, и не оставляет нам возможность подумать о других людях. Это как в социальных сетях, когда люди просят подписаться на них и также считают лайки. То есть часто в сообщениях в социальных сетях люди просят, о, подпишитесь на меня, поставьте мне лайк. И то есть похоже, что это, это все, чего они хотят. И, и тогда нам также может показаться, что просто поставить лайк достаточно. Это все, что нам нужно. Какое-то видео на, на YouTube, нам оно понравилось, мы ставим лайк, и таким образом мы проявляем заботу и любовь к другому человеку. И мы чувствуем удовлетворенность. Нам кажется, о, я сделал что-то очень важное, я залайкал это видео. И что происходит на самом деле, что это становится замещением каких-то действий в реальной жизни. То есть вместо того, чтобы действительно принести какую-то пользу другому, просто нажав кнопочку
лайк, ngumchung chindu мы sanshog yubala выполняем nishengi ту ala свою shakima. Tade kare функцию sulabilang помощи других, и insang этого нам tingyi совершенно rinne достаточно. Это ngimchuk jizwa nanglo очень ya легко, и positive становится kaya все positive attitude somarwa легче sanshog la и samgwa легче, и dana а, shingi ji также loza tempo это cha tizul ya tidi становится все yakbo re более tidi ngangzhe shubshi и sanshog samgwa более keshin bore tidi yakbo re поверхностным. 다 둥에 Ой, 다 мы 뇽중 겐데야 다 팜가 쿠르니 데야 мы не 데 야고 способны 마레스 чувствовать ничего глубоко. 사치 Кроме того, это 그지기다 게좀 одержимость 말해봐 позитивностью. Все должны сохранять 참참지 소소리야 оптимизм, 둥에 예봐 позитивный настрой. 둥에 예배 То есть 거단 никто 다는 소소리 즉 а, 상시 제거에 거든데 похоже 셰야들라 это на то, что 아니 люди 참들 в 니저 обществе 코베 네거티브 시비스도 просто 봐 им не 녀석 리버 разрешают 셰스도 되게 показывать 녀석 리버 какие-то 예배 가장으로 제거에 страдания, 봐 показывать 코베 свою 네거티브 уязвимость, 시비스도 가장 딜레 говорить о 치와야 своих неудачах. Это как будто 되게 бы 능수 в обществе на это 텔레젠테는 стоит такой 와서기 запрет, 동해 냠수 бан. 용화당 Все должны быть позитивными, 텔레야 полными 흰지 동해야지 оптимизма, 고급디 все должно быть хорошо. 망부지 И 쇼미지 именно этим люди 가서 делятся и 상어로지 хотят видеть. 소수의 동해이나 미신다가 동해이나 그래 텔레야 А 띵시미는 거니 если кто-то делится 고나 계약이 чем-то 뽑아면서 고나 негативным, то люди 첨부되듯이 сразу же 되지 차로 клеймят 다 대체 такого 마음에 человека как 들기는 인지 계약을 негативным 멍시고나 내가 차로 и не хотят с ним, 되게 либо с 인지상 ней 다 딩상 общаться. 지들에 인지 계약을 И 되게 배고서 все это 인지 계약 과세를 ограничивает 보고는 наши 과세 뭐다 способности и 시스요 возможности проявлять свои 다이네 чувства во 양 всей 초진이 시합에 полноте. 인류기 Мы 샤오야 쳐라 된지 просто 인지 계약 고급 перестаем 쌈바이네 проявлять 망부지 свои 라디바 страдания. И в результате также, 지당 поскольку 인지 мы 계약 сами 대상 개개만 봐 перестаем 개개 проявлять 양 эти 망부 чувства, 예매는 мы 말해봐 также 아니 не можем 인류기 양 проявлять и 인지 чувства 통치기 сострадания к 된테네 другим, когда 알레 другие 갬베 싫어 испытывают 된지 알레 갬베 такие чувства. 가르소래 Все, что мы хотим 템부 видеть, 예배 эти 인지기 позитив 양제 вокруг, мы не 샤리아 допускаем 차게 к себе 망부도 никакого 필요 негатива. 당부대 가르사나 И в 전부대 результате, 통제다 산삼에 당부대 вместо того, 가르사나 чтобы обращать ngaso внимание kuma на все 응원기 리지 страдания 예배 강래 вокруг 갬베 нас, мы, 하버지기 наоборот, 신내지 ограничиваем 내당 찍다 влияние 세부 통투 всего 요하랬을랍니다 этого. kuma И 리지 в 나로래야 результате 리베 세부 통투 а, 요하나 다당 알아서 통과는 у 시기 нас 우마 меньше и 통투 меньше 요하나 대 가르 возможностей для 통투 того, 요하잖아 чтобы развить 알아서 сострадание. 로 На 미지기 самом 내와 деле, 대 таких 틴진 возможностей все 띵지야 больше и 대바 больше. 가부 예배기 내당한테 알레 세우지 Поскольку 가서 у нас есть 시기야 такое глобальное 대단 видение, 능시하는 мы можем видеть 디자이너다 весь 다는 мир, 시대는 мы можем 코비드-19 знать о том, 또이 что 나타나를 происходит во 겨울에 всем 시기 мире. 아주 통통도 Раньше у людей не было такой 아 возможности, они 나가서 не могли 미상으로 видеть того, 야간 что 찌그리 뭐 지지 происходит 쌈버지 в 세부 других 시비 통투 уголках мира. 통투도 Однако сейчас люди видят все это. 되네 Это 유산다 되네 глобальное 통투도 될 информационное 땐테네 общество. 알아서 티버 신비의 시합에 니지 И, 신부도 계약 고급 마을 줄라 и 고급 почему мы видим это? 사타 Дело в том, что 양력 가정이나다 карма людей такова, 나는 что ngoshe мы все 마시 тесно связаны, 가부지기다 поскольку мы 양나지 все 림중 родились 민저 미티솔라 на этой 아저기 планете в 승부시야 силу 고난 э, 계약이 고급 마을 сходных 고급 воззреваний индивидуальной кармы. 깨방나무 У 아저기 нас 미럽 개바티즈기 похожие 다 склонности, 니만 안 가다냐 베센저 и мы 단지 видим 다비는 мир 남살라 미베 похожим 사이드나 образом 마가지기 다 именно в 러블리 силу 마마 통투 этого 요하나 시기 созревания. Поэтому на самом деле это 남게 обеспечит 캡사 нашу 될래야 близость 딘딩 с 열에 другими 삼삼을 людьми. 삼리야 미그 И 돼야 되나 마가지기 независимо от того, 원래 насколько 전에게 далеки 거와 열에 от 때 нас 합주 люди, 이나 다 진주 насколько 인상을 отличается их 두줄래야 внешний мир, 지 점유기 их 때문에 봐 культура, мы способны почувствовать 가와 때 общность с этими 전대지 그냥 людьми, 아주 하면 거 почувствовать 같이 여 말아 봐 되게 유산에 заботу о них. 지 И 아저기 잠시 а, в прошлом 계약이 고급 мы 마을로 людей не 알았다 могли видеть 지 других людей. 세 Они 콜레드 могли смотреть 사탐지 на 예배 небо 캡지어와 и 나는 시 представлять 깡통도 себе 예배 людей, 소샤 타나 людей в 망원비 других уголках 미럽지들에 мира, 딱가는 однако 잠시 они 검투야지 не могли 되게 видеть их. 딱가는 쿠리기 Однако 하천부 시비지다 мы 되게 в нашем современном 가르소에다 мире 통계기 하천부 시비지야 нет 되게 ничего, о чем бы 다 мы не могли 우리가 узнать. 인류기 У нас есть 제비지 возможность получить 니버데 информацию из 가라사나 любого уголка нашей планеты. 신지기다 신주라 Поэтому 도올레 на 댄세네 самом деле у нас 아주 есть больше возможностей 가르소 для 윤세적인 развития 미지기 любящей 샤바르 доброты и 따디 сострадания. 고가 마르 Также 대가라사나 мы можем 셈가브릭 바다 думать 완제 не только о людях 시리기 на планете, но 안에 также о 신주 животных 세제는 на планете. 가르소에 М, 셴팽기 И 상고 동야
У нас также есть способность соединиться с окружающей средой, со всеми живыми существами, живущими в ней, и чувствовать общность и сопричастность к ним. И еще одной, еще одна причина трудности зарождения сострадания, по моему мнению, заключается в рациональности. То, что сейчас мир становится все более и более рациональным. М, Сейчас даже такие практики, как медитация, развитие сострадания, может быть измеренным научными способами. То есть ученые могут видеть, как меняется наш ум во время такой практики. То есть это, с одной стороны, дает нам как бы логические, научные подтверждения того, что практики зарождения сострадания на самом деле меняет наш ум и меняет наш мозг. Это приносит нам пользу, и это дает нам логическое, рациональное обоснование того, что это полезно. И поэтому это как бы говорит нам, действительно существуют причины того, что это полезно, и дает нам подтверждение. Однако в то же время э, вся эта рациональность и организованность а, также проявляется в том, что у нас есть столько разных благотворительных организаций, и нам легко найти их в интернете. И все это легко доступно к нам, доступно для нас. То есть, если мы хотим кому-то помочь, мы можем легко найти, кто нуждается в помощи в нашем мире. К примеру, где-то происходит какая-то чрезвычайная ситуация, а, стихийное бедствие. Мы можем легко найти и узнать об этом, и также найти подходящую организацию, которая приносит, оказывает помощь пострадавшим от такого стихийного действия, то есть стихийного бедствия. То есть все это становится все легче. С одной стороны, становится легче, однако при этом, м, с другой стороны, у нас нет способности вовлекаться в такие действия. Почему? Потому что у нас все больше и больше ментальных проблем. Многие люди страдают от ментальных заболеваний, ментальных проблем, которые не дают им возможности участвовать в каких-то внешних проявлениях помощи другим. И, с одной стороны, вследствие этих ментальных проблем люди обращают свой взгляд на духовную практику. Люди все больше хотят развить внутренние способности для того, чтобы решить свои ментальные проблемы. И есть столько разных учителей, программ, которые дают нам такую возможность. Однако проблема в том, что, как правило, все это снова опять-таки зациклено на самом себе. То есть эти возможности в то же время являются препятствиями, и современные люди могут легко научиться медитировать на сострадание. И важно помнить о том, что важно начинать с малого. К примеру, просто выключите свой телефон, отложите его в сторону и посмотрите на человека, сидящего напротив вас. Мы перестали смотреть на своих близких, мы постоянно пялимся в экраны телефона. Отложите телефон и просто посмотрите на человека, живущего рядом с вами. Послушайте, что он хочет вам сказать.
И не спешите дать им какой-то совет. Послушайте, что они хотят выразить. Просто проведите время. Сейчас, даже когда мы проводим время вместе с кем-то, мы не обращаем на них внимания. Семья обедает вместе, и каждый пялится в свой телефон. То есть мы вместе, и в то же время мы совершенно отделены от них. А, Послушайте других, посмотрите на них. Это то, что вы можете сделать. Это не так а, сложно. К примеру, в вашем доме есть консьерж либо консьержка. Вы заходите в подъезд, поздоровайтесь с ним, спросите, как у них дела. К примеру, у вас а, есть какой-то заказ и ожидается доставка. Поговорите с этим человеком, который вам доставляет то, что вы заказали. Вы идете на прогулку в парк. Посмотрите на цветы, которые там растут. Сами посадите что-либо в парке. Вы видите каких-то бездомных животных, покормите их. И, и это важно. Почему? Потому что часто людям легче испытывать сострадание к животным, чем к людям. К примеру, людей больше трогают страдания котов и собак, чем страдания людей. Начните с этого. Также решите, сегодня я не буду включать никакие социальные сети. Я не буду смотреть никакие развлекательные видео. Я не буду смотреть всю эту бесконечную рекламу, которая без конца побуждает нам купить то либо это. Отключите все это и просто подумайте о тех вещах, которые на самом деле благоприятны для вашего ума. Также, когда мы пытаемся развивать сострадание, а, то не надо начинать с большого. Сразу смотреть все новости про все войны и наводнения во всем мире. Это слишком. Мы не можем помочь всем одновременно с самого начала. Начинайте с малого. Просто помогите одному человеку. К примеру, станьте волонтером и помогите кому-то одному. Станьте спонсором для одного ребенка, который нуждается в помощи. Помогите одному человеку, который потерял свое имущество. Мы не можем начинать с обширных деяний с самого начала. Начните с малого. И следующее, подумайте о том, у нас есть страдания, и другие также страдают. И что это так есть. Поэтому позвольте себе страдать и примите тот факт, что другие тоже страдают. Примите тот факт, что да, в жизни у меня есть трудности. Да, я испытываю боль. И точно так же другие люди испытывают страдания и испытывают боль. Я делаю ошибки. Точно так же и другие люди делают ошибки. Такова природа нашего мира. Примите это. Мы испытываем такие неприятные ситуации, и другие также их испытывают. И в этом заключается наша общность, наша похожесть. Это то, что может объединить нас. И, и, представьте, что вы хотите что-либо посадить, взрастить какие-то семена. Эм, Однако земля очень жесткая. Вы не сможете посадить что-то в жесткую землю. Необходимо сначала полить эту землю, взрыхлить ее, создать теплицу, в которой созданы благоприятные условия для роста этих растений. И лишь тогда мы можем вырастить их.
И даже те растения, которые растут в теплице, они обладают силой, растительной силой. Поэтому нам также нужно создать условия для взращивания сострадания, подготовить необходимую почву для этого. Это очень, очень важно. И постепенно мы развим это сострадание. И сейчас я хочу быстро закончить с изложением дharмических бесед Дюсума Кемпы. Следующее, о чем говорится в тексте. Поэтому нам нужны великое сострадание и мудрость, которые связаны между собой. В учении объясняется, что нам нужны как искусственные методы, так и мудрость. И в сутре, дарованной на горе Гаеширши, говорится, средства, искусственные методы без мудрости — это, это, это ограниченность, это рабство. И мудрость без искусственных методов — это также ограниченность. Таким образом, важно иметь как методы, так и мудрость, связанные между собой. И смысл объяснений в тайной мантре, что а, практики зарождения и совершения никогда не должны быть разделены. Это как птица, которая нуждается в обоих крыльях. Здесь Дюсум Кемпо говорит о важности мудрости и состраданию. Также об этом говорится в учениях, других учениях Махаяны, что нам необходимо как средство, так и мудрость. Они похожи на два крыла птицы. Также об этом говорил владыка Ачиша в светильнике на пути к просветлению. И также Джагам Попа детально объяснил это в драгоценном украшении освобождения. И, и также следующее, о чем говорит Дюсун Кемпу в своих дharмических беседах, четвертое условие обретения просветления — это встреча с гуру. В тексте говорится: вы можете обладать всеми этими предыдущими качествами, но если вы не встретите гуру, который сможет направить вас на путь, они вам не помогут. Даже если вы совершенствуете все качества, без гуру нет конца самсары. Без лодочника лодка не сможет достичь другого берега. Поэтому так важно встретить подлинного гуру. Никто не должен отвергать великих, учения великих. Поэтому служите духовному другу, находясь с ними, учитесь их качествам, и тогда эти качества передадутся вам даже без усилий. Гампопа сказал, что если вы не встретите настоящего духовного друга, то просто обладание верой не будет иметь смысла, так как методы лечения включают лекарства с разными вкусами, и также практики очищения не бывают приятны. При этом пациент излечивается, выздоравливает. Но если его лечит неквалифицированный врач, то этот врач прежде всего не будет знать причины болезни и не сможет излечить пациента. Поэтому важно, чтобы гуру обладал необходимыми качествами. Каковы эти качества? В тексте говорится: духовный друг должен быть сдержан, спокоен и полностью умиротворен. Он должен стремиться к высшим качествам
и также должен быть богат знаниями э, в списании Дharмы. Он должен полностью осознать истинную суть и уметь учить. Его природа должна быть исполнена любви. Если вы встретите такого гуру, следуйте за ним, никогда не унывая. Э, Пятое. Следующее — это необходимость спросить учение у таких гуру. И шестое — это когда мы спрашиваем эти учения, нам необходимо применить их на практике. А, То есть просто встретить гуру недостаточно. Мы должны спросить учения у такого гуру, слушать эти учения, понять их, а затем принимать их на практике. И в тексте говорится, нам необходимо применять все полученные учения на практике. Если мы просто получим учения, но не будем применять их на практике, мы будем подобны на больного, который получает лекарства, но никогда не употребляет их, и поэтому не может выздороветь. Поэтому помните о смерти, непостоянстве и не преследуйте заботы этой жизни. И вместо этого направляйте все свои усилия на практику полученных учений. И это краткое изложение этих 6 вещей, необходимых для просветления. Я смог кратко, у меня было время подробно изложить 3 первых качества, и, к сожалению, не было времени подробно изложить последующие 3. Однако помните, что все эти 6 составляющих очень важны. И первые 3 важнее всего. Поэтому я рад, что у нас было время изложить, поговорить подробно о них. И на этом все на сегодня. Страница 339. Пожелание к этапам пути. Страница 339. Пожелание к этапам пути.